Radio.fm. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, прывітанне тым, хто глядзіць нас праз сацыяльныя сеткі, Facebook, ВКонтакце, Аднакласнікі, а таксама праз наш канал на YouTube. Мы ў жывым эфіры. Сёння у нас даволі складаная, але вельмі важная тэма. Не так даўно, 7 лютага, стала вядома, што за 2018 год беларускія суды вынеслі ўсяго толькі 0,19 апраўдальных прысудаў. Сярод гэтых 80 апраўдальных прысудаў за цэлы год, сярод 80 апраўданых людзей было толькі двое, якіх апраўдалі у тым, што яны падазраваліся ў забойстве. На пачатку гэтага года, ізноў жа зусім нядаўна, скончылася вельмі рэзанансная справа, якая цягнулася менш за 9 гадоў. Я думаю, я не слушаю, але ўся гісторыя цягнулася 9 гадоў. Два чалавекі былі прызнаныя невінаватымі ў забойстве, якое ім інкрымінавалася. З намі зараз у студыі Ларыса Паланевіч. Прывітанне, Ларыса. Добрый дзень. Яна маці аднаго з тых двух маладых людзей, якіх прызналі невінаватымі. Але яшчэ, што вельмі незвычайна ў гэтай справе, яе сын Іван Паланевіч загінуў у 2011 годзе, не дачакаўшыся гэтага суда. Ларыса, маё першае пытанне, давайце патлумачым нашым слухачам і нашым гледачам, што ж адбылося. Быў суд над хлопцам, які загінуў, атрымліваецца, у гэтым сэнс? Да, быў суд над хлопцам, які загінуў у 2011 годзе. Як гэта магчыма і чаму вы палічылі, што трэба давесці гэтую справу да суда? Ну, па-першае, што я не ведала, что такое вообще магчыма, и закрывают обычно дела и не сообщают, когда на умершего человека. Родственники не знают, находятся в неведении, и суда как такового не бывает, поэтому это очень удобная позиция. Согласно статистике, в республике больше 700 дел в республике за год закрывается на умерших. И фактически никакой информации следственные органы не дают. Ты не можешь ознакомиться с уголовным делом, ты не можешь защитить свою честь и достоинство, потому что честь и достоинство – это и моя честь и достоинство, понимаете? И поэтому это очень сложно. И ты обращаешься в следственные органы, и тебе приходит ответ, в каком статусе проходил по делу мой сын. Потому что были очень большие подозрения. Когда он был еще живой, это 7 месяцев прошло, его вообще не трогали, его алиби не проверялось, у него не проводились обыски. И когда уже он погиб, и вызвали девушку, чтобы подтвердить его алиби, он дал показания, что они были вместе. Но это было уже поздно, это был 12-й год. И девушка мне сказала: Лариса Ивановна, мне кажется, после этого допроса, что, наверное, это дело закроют на Ваню, вы там смотрите, потому что у меня создалось такое впечатление, что закроют на него. То бок фактычна была спроба зрабіць забойцу з чалавека, які загінуў і не мог такім чынам абараняцца. Яго ўжо немагчыма было ні затрымаць, ні судзіць. І я так думаю, што людзі, якія спрабавалі гэта зрабіць, яны думалі, што ніхто і не будзе заступацца за яго, абараняць яго гонар і абараняць яго добрае імя. Але не атрымалася. Не атрымалася, да. Як гэта было? Раскажыце. Я бачу у вас на столе... Ой, это очень сложный процесс, и мне до сих пор не верится, что я смогла, как говорится, дойти до конца. Это длилось годами. В 2015 году я сделала запрос в Центральный аппарат Следственного комитета, в каком статусе проходил по делу мой сын. Мне пришел ответ,
что убийство совершил мой сын, и имеются непромержимые доказательства, многочисленные генетические, дактилоскопические, показания свидетелей. И когда я подала в суд, чтобы мне разрешили ознакомиться с этим делом. Но суд мне отказал, мотивируя тем, что он был совершеннолетний, дееспособный, и я не имею права по действующему законодательству. Як бы толькі ён мог азнаёміцца з гэтай справай, а паколькі яго няма, так і ніхто не можа. І ніхто не можа. Прошло 2 гады, и нечто мне... все равно как-то не закончено. Постоянно думаешь, что как, ты же не знаешь, совершил он это, не совершил. Какие-то сомнения. И жить с этим грузом очень тяжело. Я делаю повторный запрос уже в Генеральную прокуратуру с просьбой разрешить мне ознакомиться с этим делом. Тем более я мотивирую тем, что был такой претендент, дело Болясовой, по-моему, вы не помните? Одна мама тоже поднимала этот вопрос, и ей разрешили довести это дело до суда. Я мотивирую тем, что согласно Конституции только суд может признать человека виновным. Неважно, что он умер, но он же все-таки гражданин вашей республики. Он имеет право на защиту согласно Конституции. И что удивительно, мне приходит ответ, что да, можете ознакомиться. А вось гэта важны вельмі юрыдычны момант, на які вы зараз звярнулі ўвагу. Толькі суд можа, толькі пасля прысуду суда можна назваць чалавека афіцыйна вінаватым, ворам ці забойцам, ці яшчэ кім-небудзь. Гэтым кіруемся мы, журналісты, у сваёй працы, і гэтым жа мусіць кіравацца ўсе астатнія. Тут атрымалася так, што пра тое, што ваш сын забойца, органы следства зрабілі выснову. Гэта просто было напісана ў іх справе, якую яны закрылі як расследаваную, як... Да, поскольку человек умер, обвинувачивался ён один. В основном обвинение было основано на показаниях свидетеля, очевидца преступления. Больше никаких улик не было. Я, когда пришла знакомиться с делом, было 24 тома уголовного дела. И мне сказали, как вы будете читать и как вы будете знакомиться. Я сказала, зачем мне знакомиться? Вы написали, что у вас есть веские улики, что у вас есть генетические, дактилоскопические показания свидетелей. Предоставьте, мне будет достаточно. Я грамотный, цивилизованный человек, и я пойму, если у вас действительно есть на место найдено орудие преступления, есть отпечатки пальцев или какие-то прямые улики, то я соглашусь, и все, и больше не буду ни с чем знакомиться. И больше до вас не придут, да? Но следствие повело себя очень странно. Во-первых, я не увидела никаких улик, кроме показаний свидетеля, очевидца преступления. И что характерно, человек признается в соучастии в преступлении, он говорит, что он там был, он был очевидцем этого преступления. Его отпускают, его не обвиняют. Его отпускают. Он дал показания, и все, и больше ничего. Это как-то меня очень насторожило. Вот. Гаворка ідзе зараз про Дышлевича, про яшчэ одного фигуранта этой справы. Который дал показания именно из его показаний. Он дал показания супраць вашего сына, які на той момент и больше ничего не было. Мертвым. Да. Во-первых, это очень удобная позиция. Если случается какое-то преступление и есть умерший человек, безусловно, если человек, который даже виноват, он постарается это преступление как-то перевести стрелочки на того человека, который умер. Поэтому мне непонятно, почему следствие не искало иных доказательств. Почему это устроило? Это напоминает 30-е годы, когда можно было просто оговорить человека, и все, и этого было достаточно. В данном конкретном случае то же самое. Прошло достаточное количество времени, но ведь ничего не изменилось. Ведаеце, мне здавалася, што такое адбываецца толькі ў кіно, калі злодзеяў ловяць на месцы злачынства, я не ведаю, і паўстае пытанне, хто гэта зрабіў, і яны паказваюць усе на свайго таварыша, якога падстрэлілі там ці што-небудзь яшчэ. Вось у фільмах такія сцэны, яны нерэдкія. И понятны. Да, каждый хочет уйти от ответственности, правильно? Але атрымліваецца, што і ў жыцці гэта таксама здараецца. Вот что и произошло. А вы мелі стасункі вось з гэтым хлопцам, з Дышлевічам? Размаўлялі вы з ім? Чаму ён так зрабіў? Я не размаўляла з ім.
Я з ім не размаўляла і яму не звонила. И я подумала, что будет суд, и мы встретимся, и я задам ему некоторые вопросы. А до суда я считала это опрометчивым, поскольку он может подготовиться к каким-то вопросам и так далее. Вот. У меня был один единственный день, я поняла, что знакомиться мне не дадут. Мне был один единственный день. Я попросила, потому что следователь вел себя неадекватно, и я попросила, чтобы меня перевели в любой кабинет. И он сказал, точно один день. Я говорю, мне дайте один день. Мне больше ничего не надо. Я ознакомлюсь. Ну, вот это как-то его подкупило, потому что он постоянно провоцировал меня на какой-то скандал, чтобы просто не дать мне ознакомиться с этим делом. Ну и за один день я сумела вникнуть. Я написала мотивированное письмо в Генеральную прокуратуру, указала все нестыковки, все свои сомнения. Генеральная прокуратура отреагировала и передала дело на доследование. Отменила постановление об закрытии уголовного дела, и дело передали на доследование. Вось у гэтай тэчцы, якую вы з сабой прынеслі, там якія документы? Вот там собранные. Там очень много документов, все это переписка, что я являюсь законным представителем умершего. Есть документ, что мне объяснили, что мой сын совершил преступление, что есть многочисленные доказательства этому. Но доказательств как таковых нету. Понимаете? Но ошибка была Генеральной прокуратуры в том, что они расследование поручили не независимому подразделению, а именно людям, которые это расследовали, только поменяли следователя. Но это ни о чем не говорит. Все равно были затронуты ведомственные интересы, и следователь не имел самостоятельность. Он не расследовал это дело. Они взяли два фигуранта, Полоневича и Дышлевича, и начали искать доказательства. Доказательств никаких не нашли. Значит, вызвали Дышлевича на допрос в качестве свидетеля, и тот неожиданно понял, что если будет суд, то раз он там не был, ему будут задаваться неудобные вопросы, а он на них ответить не может. Он не был, он на следственном эксперименте показывал, что он думал, что убили в офисе человека, а человека убили на улице. Он путался в показаниях, было понятно, что он не понимает. Поэтому он стал давать правдивые показания, как из него выбивали нужные показания. Ларыса, перш чым мы сыдзем на кароткі перапынак, я мушу задаць вам яшчэ одно важнае, на мою думку, пытанне. У нас яшчэ шмат пытанняў важных, але вось гэта важнае. Калі ваш сын і яшчэ адзін фігурант справы апраўданыя, дык хто ж забіў дырэктара Global Auto City Кузнецова? На гэтае пытанне атрымліваецца адказа у следчых органаў. И что характерно, понимаете, там очень много следов, на которые не идентифицированы отпечатки пальцев, следы, генетический материал, выявленный лиц мужского пола, на предметах, признанных вещественными доказательствами. Там очень много следов. Там есть свидетели, которые видели под 2 часа ночи подозрительную машину, описаны лица, которые сидели в этой машине. Но следствие не принимало во внимание, и кроме этой версии ничего не разрабатывало, понимаете? Вот мы в суде тоже поднимали эти вопросы, заостряли внимание на каждой мелочи. Вот. Если свидетель, на основании которого что он слышал выстрел, строилось все это обвинительное заключение, если свидетель называет точное время, 2:35 ночи, он проснулся и слышал выстрел, 2:35. Мы говорим, как это так может быть? Обвиняемый Дышлевич в это время, согласно распечатке телефонных соединений и соты, находился на проспекте Дзержинского, 14. Он еще должен, по версии следствия, был встретиться с Полоневичем, поехать, 20 минут ехать, да? И тогда они вдвоем должны... Каким образом Полоневич мог попасть с Дышлевичем за 20 минут в поселок Привольный Минской области? Ларыса, шановныя гледачы, мы зараз ужо мусім прорвацца на выпуск навінаў, і пасля яго мы працягнем абмяркоўваць абставіны гэтай справы і тое, што з ёй звязана. Не пераключайцеся, мы сустрэнемся праз некалькі хвілінаў.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны – наша справа. Вітаю. Каротка пра асноўныя падзеі. У 2010 годзе ў Мінскім раёне забілі дырэктара фірмы Уладзіміра Кузнецова. Пад падазрэнне трапіў былы супрацоўнік Іван Паланевіч. Суда хлопец так і не дачакаўся, бо загінуў у ДТЗ. Яго справу закрылі. Маці Івана, спадарня Ларыса, не паверыла ў вінаватасць і вырашыла абараніць яго добрае імя. Праз 9 гадоў спадарні Ларысе удалося аднавіць яго імя. Як гэта было? Проста цяпер у эфіры Еўрарадыё адразу пасля гэтага выпуска навінаў і кароткай музычнай паўзы працяг размовы. Лукашенко папрасіў Пуціна падзяліцца кадрамі, пакуль што толькі спартовымі. У вас лішак, калі не трэнераў, то спартоўцаў, дакладна сказаў беларускі кіраўнік падчас чарговага раўнда перамоваў з расійскім прэзідэнтам у Сочы. У пятніцу абмяркоўваюцца гуманітарныя і спартовыя пытанні. Як стала вядома, кіраўнікі Беларусі і Расіі затое не абмяркоўвалі найважнейшае пытанне для Беларусі – падатковага манёўру, з-за якога Беларусь у некалькі бліжэйшых гадоў можа страціць да 15 мільярдаў еўра. Кіраўнікі Беларусі і Расіі гэтае пытанне нават не краналіся, паведаміў журналістам Аляксандр Лукашенка і выказаў надзею, што закрануць гэтае пытанне недзе ў бліжэйшай будучыні. У гэтыя выходныя будзе цёпла, да 10 градусаў цяпла заўтра ў дзень і да 4 градусаў цяпла сёння ўначы, пераважна без ападкаў. Вецер слабы ўсходні. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. У 2010 годзе ў Мінскім раёне забілі дырэктара фірмы Global Auto City Уладзіміра Кузнецова. Пад падазрэнне трапіў былы супрацоўнік фірмы Іван Паланевіч, але хлопец не дачакаўся суда. Ён загінуў у дарожна-транспартным здарэнні ў аварыі ў 2011 годзе. Яго справу закрылі, але праз гады маці Ларыса даведалася, што з хлопца зрабілі забойцу. Зусім недаўна Іван Паланевіч быў апраўданы беларускім судом і яго чэснае імя было ўзноўленае. Мы абмяркоўваем гэтую справу і гэтую сітуацыю. Яшчэ раз прывітанне, Ларыса. Мы скончылі на тым, што калі ваш сын быў апраўданы, гэта значыць, што забойцы, сапраўдныя забойцы Уладзіміра Кузнецова не знойдзеныя. Але мяне яшчэ цікавіць такое пытанне. А людзі, якія зрабілі з вашага сына забойцу. Дзе яны зараз? Яны працягваюць працаваць у органах унутраных справаў? Што вот, як з імі? Яны працягваюць работают. Мы попробовали предъявить им обвинение, просили, чтобы им предъявили обвинение. Вы ведаете их имена и прозвища, да, правильно? Было расследование проведено, но, однако, все материалы уничтожены, нет личного дела Дышлевича, нет пропуска следователя, что он приходил, нет никаких доказательств, отсутствуют телефонные соединения, мы просили восстановить. Короче, никакой информации нету. Дело закрыли, нет видеонаблюдения, видеоматериала, когда он давал показания на детекторы лжи, хотя это предусмотрено законодательством. Вызывали в суд сотрудника МВД, который вел разработку именно Дышлевича, который склонял его к противоправным показаниям. Ну, фактически он совершил должностное преступление. Тут трэба патлумачыць тым, хто подключыўся до нас вось зараз, што Дышлевіч — это хлопец, на падставе паказанняў якога сына Ларысы Івана Паланевіча абвінавацілі, не то што абвінаваць, ну і абвінавацілі і фактычна без суда асудзілі за забойства Уладзіміра Кузнецова. Пасля, падчас
перад судом і падчас суда высветлілася, што ён свядома падчас следства агаварыў Паланевіча, вашага сына, ён прызнаўся ў гэтым, агаварыў, таму што яму пагражалі, я так разумею. Ну, то бок знайшлі спосаб, каб ён сказаў тое, што ён... Ім надо было сказаць. Да, тое, што ён сказаў, і тое, што ім было патрэбна. І вось, як мы зараз высвятляем, у прынцыпе, прынамсі, мы не ведаем пра нейкія санкцыі у дачыненні тых людзей, якія вось усім гэтым займаліся. Так? Нет, ну, расследование велось. Маецца на ўвазе ўнутранае нейкае расследование? Да, безусловно. На основании показаний Дышлевича они были обязаны провести проверку, поскольку человек говорил, что по 3-4 раза на день к нему приходил этот уполномоченный, и ему доводилась очень информация, что на патронах нашли твои отпечатки пальцев, ложная информация, что ты никогда не увидишь своего ребенка. Ну, он в камере находился без спального места, спал на полу, чтобы он все прелести тюремной жизни. Все это делалось для того, чтобы человека сломать. Ну и, естественно, я его не осуждаю, потому что действительно там стоял вопрос о рождении здорового ребенка. Женщина очень тяжело переносила беременность, лежала на сохранении, и когда ему говорят, что мы ее допросим, и она просто не родит здорового ребенка, естественно, человек был вынужден. И сказали, во-первых, ему еще сказали, что ничего тут страшного нету, ты же не оговариваешь человека, ты оговариваешь покойника, ему уже все равно, а ты отсюда никогда не выйдешь. И тем более человека в убийстве винили именно его, потому что сразу ему предъявляли обвинение в убийстве. Коли ты не оговоришь Паланевича, вашего сына, то ты... Пойдешь как убийца. Как убийца, да. Когда он дал признательные показания, значит, его перевели в статус свидетеля-очевидца преступления. Но когда он потом объяснил, его сразу арестовали, когда он рассказал правду, а доказательная база не претерпела никаких изменений. Она осталась так же. Он уже пошел как соучастник. И 10 месяцев он был заключен под стражу. Понимаете? Доказательная база была такая же. Понимаете? Ничего не изменилось. Ничего нового они не нашли. То бок ён мало того, что ничего не зрабіў, яго впутали в эту справу, да, и да. 10 И когда он сказал правду, его сразу посадили, хотя ему говорили, что зачем ты идешь на этот шаг, ты понимаешь, что мы тебя сейчас закроем, от тебя только требуется на суде, как он говорил, покивать как китайскому болванчику, и все, и больше ничего не надо, и ты свободный человек. Но человек предпочел все-таки сказать правду и придерживался ее на суде. И у выніку ён таксама выйшаў з суда, як человек не виноват ни в чем. Хотя государственный обвинитель просил 8 лет строгого режима с конфискацией. Ці прайшлі тэрміны? Я так разумею, что гэты прысуд мусіць быць абскарджаны, и абскардзіць яго Ну, еще 10 дней не прошло. Только Генеральная прокуратура, наверное, я не знаю, кто там и может. Ну, да, магчыма прокуратура. Але гэтая прокуратура, в принципе, сама выносила рашэнне про то, что гэтую справу трэба даследаваць и разобраться ў ёй больш уважліва. Правильно? Ну, да. Ну, я не знаю, как там в процессуальном плане все это будет дальше, но, наверное, надо ждать 10 дней, чтобы приговор вступил в законную силу. Но я не думаю, что такой кадровый потенциал будет интересовать и Генеральную прокуратуру, потому что если дело возвратится на круги свои, то получится, что эта безнаказанность будет рождать новое преступление. Возникает закономерный вопрос, зачем им такие сотрудники, которые не занимаются расследованием преступления, а прямой фальсификацией? Нужны ли им такие сотрудники? И нужно ли нашей стране раскрытие таких дел? Но ведь рано или поздно все-таки бывают же случаи, а вдруг это дело раскроется само собой. Возможно, там найдут какого-то человека, возможно, по базе там проверят эти отпечатки неустановленные. Они же есть в базе, и вдруг где-то что-то совпадет, и что получится, что человек 8 лет будет сидеть незаконно.
Ну, поэтому это чревато. И признать помылку свою. Да, и как признать? Ему испортит жизнь, безусловно, и это правосудие тоже не очень хорошо. И тем более, что в этой цепочке есть и Генеральная прокуратура, поскольку с ее подачи это дело попало в суд. Она могла не подать. Она посчитала обвинение обоснованным. Понимаете? Вот. И поэтому тут очень много вопросов. И я думаю, что это тоже сыграло свою роль. Потому что надо думать тоже на перспективу, что может быть потом. Потому что я не сомневаюсь, что у этих людей, они же профи, тоже были сомнения какие-то. Вы же понимаете, вы же не совсем уже, вы же понимаете, что дело шито белыми нитками. Ясно, что там затрагиваются ведомственные интересы, но надо думать и на перспективу. Ведь может быть такое, что это дело само собой расследуется. И были такие случаи. Нават праз 20 гадоў, мне здаецца, недавно была навіна про тое, што забойства таксіста раскрылось праз 20 гадоў у звязку з тым, што чалавек, які здзейсніў яшчэ одно злачынства. Ларыса, не так-то шмат у нас і часу, таму я хачу, каб мы звярнулі зараз увагу на яшчэ адзін аспект той справы, якую мы абмяркоўваем. Перад вами ляжыць кніга. І газета «Новы час». Прыемна за калег, якія таксама турбаваліся гэтай справай. Які тут у нас матыў? Я так разумею, што сам факт смерти вашага сына ўжо выглядаў падазрона. Да. Можете распавесці, калі ласка, про гэта? Ну, как говорится, так судьба распорядилась, что мой сын был использован как донор внутренних органов. Вось ваша такая пазіцыя. Я это знаю точно. Вы маеце на ўвазе, што ягонымі органамі скарысталіся пасля таго, як ён загінуў у донарскіх мэтах. Да. Але мне здаецца, што усімі нашымі органамі могуць скарыстацца толькі калі напішаш вось паперу пра то, што забараняеш карыстацца сваімі ўнутранымі органамі, толькі тады презумпцыя дазволу, згоды. А ў чым тады праблемнасць ситуации? То бок вы были супраць, ці ведали, что ён супраць? Я эту проблему не знала. Я не знала, что надо писать. Я не знала, что его разобрали. Его разобрали в воскресенье ночью. И самое интересное, что мы были. Мы как раз явились ночью, в воскресенье, и нас просто отправили, потому что его уже должны были в операционную подавать. Уже приехала бригада. Нам разрешили на него посмотреть, зайти в палату. И тут же я по времени сравнила, и тут же его подняли. Мы просто оказались, не вовремя, как говорится, нежелательной помехой оказались. Як я чуў, там хвіліны вырашаюць, у прынцыпе, таму гэтую спешку, тое, што дактары не чакалі, і гэта можна патлумачыць, да? Просто органы былі спраўныя, і іх можна было перасаджваць. Визуальная оценка 5 баллов без патологии. Это значит, это когда после, это значит, что он был здоровый, он не пил, не курил, занимался спортом. И, конечно, интерес, 28 лет, определенный интерес к нему был. Что вас настороживало в этой ситуации? Но дело в том, что мне пришлось издать книгу и опубликовать документы. Я имела доступ к его медицинской карточке. Конечно, это все тяжело, и одной передачи это, конечно, не. Но я вкратце скажу, что в СМИ преподавалось так, что если родственники присутствуют на момент забора в реанимации, согласие и спрашивается всегда. Это главный внештатный трансплантолог через средства массовой информации, газета «7 дней», он это говорил. Ну, что вкратце меня насторожило, что не было никакого консилиума. Следствие доказало, что врач-невролог, он по закону обязательно должен присутствовать при заключении, это основной специалист. Вот. В консилиуме не могла участвовать, поскольку в это время расписывалась карточки больных с вставлением времени, что она совершала утренний обход. Понимаете? Значит, это уже незаконно. Притом по законодательству надо было исключить все похожие ситуации на смерть мозга. А пациента рассматривали с таким сахаром, что я уже не помню, там есть, сколько там было глюкозы в крови, что это, короче говоря, это считается комой по сахару.
Понимаете? Эта инструкция категорически запрещает рассматривать пациента в таком состоянии, потому что можно поставить ошибочный диагноз. Мы же не знаем, чего он впал в кому. Может, он в коме по сахару, понимаете? И там очень много всяких нестыковок. То бок вы настаиваете на том, что на момент, калі вашага сына прызналі мёртвым, магчыма, ён яшчэ мёртвым не быў. Але гэта, магчыма, было зроблена наўмысна. Я настаиваю на этом, потому что документы говорят. Я же не голословно это говорю. Во-первых, я посмотрела, что по заключению рентгенологических снимков там написано кости черепа без структурных и органических изменений. Делали операцию. Тоже врачи же видели, цел у него череп или нет. Ну ясно, что А получается свидетельство о смерти разможжения черепа. Почему? Понимаете? Вот так этих нестыковок очень много. И поэтому я не нашла другого выхода, как хотя бы предупредить, сколько я могу. Я 200 экземпляров издала книги, опубликовала документы, чтобы... И, по крайней мере, я послала и главному трансплантологу Рума книгу, я ознакомила с этим... министром здравоохранения, извините, волнуюсь, и никто никаких комментариев не дал, никто не прислал, и даже вот статья печаталась в газете, и журналисты пытались связаться, чтобы прокомментировать, что ситуация, давайте свои комментарии, может, вы оправдаете, может, эта женщина неадекватная, может, мало ли что, понимаете? Молчание. Почему? Мне никто не предъявил никаких обвинений. Вот так получается. Почему я не подавала в суд? Казалось бы, можно в суд подать, понимаете, все. Я просто поняла, что обвинить врачей в этой системе не стоит, потому что, во-первых, у нас мало врачей, а во-вторых, они заложники этой системы. Они ничего не решают. Они говорят, наша задача просто позвонить. Их не обязывают проводить консилиум, ничего. Надо набрать просто телефон и сказать, что это есть у нас подходящий человек. Дальше приезжают люди и делают свое дело. Я так разумею, з выпадка вашага, калі вы узнялі гэтую праблему, паднялі шум, у прынцыпе, большая частка беларусаў і даведалася пра тое, што каб у выпадку чаго, калі яны супраць, было тогда 46 человек только, на момент, которые... Зараз каля 3000, наколькі я памятаю, человек написали... я не знаю, это повлияло или нет, потому что информация же очень маленькая, все это закрыто, а я не могу... Я не имею возможности. Я старалась, я ходила на программы, на Белсат, но это так вскользь, никто глобально этой проблемой не занимался. Мне здаецца, што гэта вельмі складаная праблема, і яна звязаная з медыцынай. Тут вельмі цяжка, у прынцыпе, і для журналіста праводзіць расследаванне. І ёсць такое паняцце, як медычная таямніца, за якой заўжды могуць схавацца... Можа схавацца той, хто хоча схавацца. Менавіта таму нешта даказаць... Очень трудно. Но у меня есть документы. Але ведаеце, один суд вы выиграли за своего сына. Да. Но я просто не подавала в суд. Непросто. Это было непросто. Вот документы, переписки, все, пожалуйста. Літаральна праз хвіліну мы мусім скончыць наш эфір. Ларыса, скажыце, зараз вы адчуваеце спакой? Вы адчуваеце, што вы дасягнулі мэты? Как ни странно, нет. Понимаете, я думаю на перспективу. Как говорят, от сумы, от тюрьмы не зарекайся. Я думаю о тех людях, которые попали волею судьбы в орбиту деятельности правоохранительных органов. И что такие случаи, они, к сожалению, не единичны. Я думала, что это единичный случай, но я в суде убедилась, что это не единичный случай. Поэтому меня больше беспокоит. Я убедилась, когда читала, что мой сын невиновен. Фактически мне было достаточно. Я могла не поднимать эту проблему, правильно? Я убедилась.
Но, во-первых, мне было жалко и Дышлевича. И если бы я не вмешалась в этот процесс, он бы сидел, потому что органы дознания ему не могли простить то, что он рассказал правду. И ему бы было очень трудно. Во-первых, я чувствовала свою вину. Был момент, когда я отказалась. Я написала письмо, когда посадили Дышлевича, я поняла. Ларыса, вельмі добра, што вы давялі гэтую справу до конца, але нам час сыходзіць з эфіра. Гэты эфір захаваецца ў сацыяльных сетках і на нашым сайце. Зараз нам пора развітвацца. Нагадаю, што мы размаўлялі з Ларысай Паланевіч, маці, якая праз 9 гадоў дамаглася апраўдальнага прысуду для свайго сына. Павел Свярдлоў працаваў пры мікрафоне. Сустрэнемся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.